18-е общение главы государства в совершенно новом формате. Только президент и граждане. Никаких посредников. Вопросы задают по телефону или через приложение для смартфонов. Так начинается диалог с народом Владимира Путина. Коронавирус – вопрос номер один. Как и ожидалось, жителей волнует вакцинация. У главы государства интересуется, почему добровольная вакцинация в ряде субъектов страны стала обязательной. Владимир Путин ответил так. Вот и я в свое время говорил, как вы помните, о том, что обязательная вакцинация. Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие. Это общенациональный календарь прививок, и он является обязательным. И вот это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковида, против ковидной инфекции вот в этот раздел национальных прививок, национального плана. Но депутаты не поддержали, депутаты Государственной Думы. Поэтому в этот раздел национального плана вакцинация против ковида не попала и не является обязательной в общенациональном плане. Вместе с тем, вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой закона в 10 субъектов Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий, из так называемых, повторяю, групп риска. Это в рамках закона еще 1998 года. По всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть. У нас 4 вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что вот предубеждение у некоторых наших граждан оно будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинировано. Как видим, все у нас в порядке. И, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca либо Pfizer. Вакцинация необходима, уверен глава государства. Привился еще в начале года и сам президент. Владимир Путин не скрывает название вакцины, а также ответил на вопрос, действительно ли он вакцинировался. Ну, я все-таки исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться спутником ВИ. Среди важных вопросов экономика. Ценники в магазинах меняются, причем местная продукция дороже привозной. Граждане интересуются у президента, что ждать от экономики, будет ли правительство России сдерживать резкий скачок цен на товары повседневного спроса и первой необходимости. Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Рост цен на продовольствие. Везде так происходит. И, конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается. Причин там много, я сейчас не буду перечислять. Их там и печатание денег в основных странах. У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале этого. Это больше всего вырос сахар, 41%. Потом подсолнечное масло. И вы, наверное, знаете, видели, по этому поводу мы объяснялись с правительством. Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания. Какие-то меры. Заключили соглашение между производителями и торговыми сетями. Первая мера. Вторая. Выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья.
Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины вывозные. И вопрос идет там о других мерах регулирования. Так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание. Может быть, иногда не своевременно. Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Меры, повторяю, еще раз принимаются. Что касается вот, ну, масла, вы сказали, там 500-600. Цены в целом на молоко стабильные, а, как известно, масло делают из молока, поэтому и рост там где-то в последнее время он наблюдался где-то 3,5, от 3,5 до 5%. Обращаю внимание на то, что это меньше уровня инфляции, потому что инфляция у нас подросла почти под 6%, 5,9 сейчас она показывает. Она спрашивает, почему бананы стоят дешевле, чем морковь? Сейчас скажу. И не только морковь, там и картофель. Значит, потому что у нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, как правило, из-за границы. Вот из той же Белоруссии или из Турции, где потеплее, оттуда везут. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, на сколько это стоит с учетом доставки и так далее. Разумеется, и здесь надо посматривать, но, повторяю еще раз, сейчас вот, скоро будет урожай овощей, и надеюсь, что это отразится и на ценах. Хотя это один из вопросов при развитии сельского хозяйства. Это овощи и фрукты. Они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме. Если, скажем, по курице, там, по куриному мясу или по свинине мы проблемы практически целиком закрыли. Внутреннее потребление даже экспортируем. Экспортируем много. Кстати, в прошлом году сельское хозяйство заработало на экспорте рекордную цифру. 30 миллиардов долларов. Свыше 30 миллиардов. Такого не было никогда. Вот. Кстати говоря, по зерну тоже принято решение, связанное с тем, чтобы сдержать цены на хлебобулочные изделия внутри страны. Это квотирование экспорта и вывозные таможенные пошлины. И вот рост цен на хлебобулочные изделия, скажем, на масло подсолнечное 0,1 всего за последнее время. Рост на сахар тоже где-то 0,1. То есть, в принципе, меры регулирования применяются, раз, и они дают свой эффект. Но вот, к сожалению, не по всем группам товаров. Граждан страны волнует как внутренняя, так и внешняя политика страны. В приоритете вопрос об обороне и безопасности. Владимира Путина просят прокомментировать ситуацию о британском эсминце в Крыму. Стоял ли мир тогда на пороге Третьей мировой? Путин назвал действия британцев провокацией. Во-первых, это, конечно, провокация. Совершенно очевидно. Это провокация. Хотели показать, и каких целей пытались достичь эти провокаторы. Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши терроводы там днем, а еще рано утром, в 7:30, с одного из военных аэродромов натовских в Греции, с Крита, по-моему, залетел американский разведывательный стратегический самолет. Ну, мне докладывали об этом, конечно, я об этом хорошо знаю. Если Бог даст памяти, бортовой номер 63/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашел, и преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций. Смотрели, что где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это и видели, и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, меня военные извинят.
Сельское хозяйство – следующая часть, которая волнует граждан. Вопрос из Ростовской области, аналоги на скот. Еще один вопрос о сельском хозяйстве прозвучал из нашей республики. Житель Ингушетии Исраил Мурзабеков, который занимается селекционным овцеводством, попросил у Владимира Путина помощь в выделении земельного участка. То же касается и крупного рогатого скота, это же касается и овцеводства. Повторяю, мы по этому направлению двигаемся. И, конечно, люди, которые этим занимаются, сами заслуживают особой поддержки. Переговорю обязательно с руководителем республики. Исраил Мурзабеков – потомственный овцевод, ему 55 лет, селекционной работой занимается много лет, живет в Гамурзиевском административном округе. Эти 6 соток земли ему выделили власти Ингушетии. Фермер с гордостью показывает свое небольшое хозяйство. У Исраила более 40 голов мелкого рогатого скота. Их держит он в хлеве, который построил сам же. Он давно загорелся желанием вывести новую ингушскую породу овец. Но для этого мужчине нужно расширить хозяйство. Поэтому Исраил и обратился с просьбой о выделении земельного участка к президенту. Признается, не ожидал, что его вопрос прозвучит на федеральном уровне. У меня появилась большая надежда, что моя проблема будет решена. И я смогу довести свое любимое дело до конца. И сделать что-то хоть полезное для своей республики и для своей страны. Исраил несколько лет назад перенес инсульт, он инвалид второй группы, но желание и стремление заниматься любимым делом перебороло болезнь, и мужчина встал на ноги. Хоть работает у него только одна рука, мужчина делится, его дедушка очень хотел, чтобы он занялся селекцией, поэтому он стремится вывести особую породу овец. Мои предки жили в горах, в селении Бейни. Содержали овец, я потомственный овцевод. И по рассказам наших стариков, и в одной исторической книге есть даже абзац, что у нас в войнах была своя порода овцы, белого цвета. У них был только белый цвет, поэтому у меня все овцы белые. Рога имели всего лишь 2 оборота, не более 2 оборотов. Курдюк размером среднего размера. Шерсть была полугрубой. Эту шерсть они использовали для изготовления матрасов, одеял, подушек и так далее, и так далее. Раньше же в войнах и жили в горах, в башнях. Шерсть имела огромное значение для людей, для одежды, для постельной принадлежности. Глава Ингушетии незамедлительно отреагировал на вопрос овцевода. По его поручению в Мурзабеку выехал первый вице-премьер республики совместно с Минсельхозом, Минимуществом, Минприроды, ЦУР и другими компетентными органами для того, чтобы разобраться с просьбой Исраила Мурзабекова. Мы по поручению главы республики Махмуда Али Макшариповича сюда выехали. Мы рассмотрим возможность, в соответствии с законодательством, выделения этого участка в других районах. Переговорим с ГУПами, посмотрим у частных фермеров. Вот эту возможность мы посмотрим. Если он зарегистрируется как фермер, мы можем дать ему возможность, чтобы он поучаствовал в грантовых поддержках семейный фермер, начинающий фермер. Это предложение ему было сделано ранее, но никаких документов он не подавал. В целом вопрос образования и предоставления земельных участков для ведения крестьянского фермерского хозяйства у нас на сегодняшний день стоит остро. То есть ограниченность земельных ресурсов не позволяет нам решать эти вопросы в упрощенном порядке. Поэтому нам приходится сегодня изыскивать возможность. То есть мы запрашиваем информацию в ГУПах, где мы просим определить, установить менее пригодные какие-то земельные участки, чтобы мы могли их образовать и предоставить заявителям. Таким образом, и с заявлением Мурзабекова Исраила Магомедовича тоже мы постараемся найти земельный участок. Мы на сегодняшний день работаем, направляем запросы в ГУП, Минсельхоз, в администрации районов и городов, где мы просим найти определенный земельный участок, подходящий к заявленным требованиям. Поэтому максимально, как сказал Михаил Багирович, мы постараемся решить вопрос положительно. То есть с учетом имеющихся возможностей. Теперь Исраилу Мурзабекову необходимо собрать соответствующую документацию, чтобы получить земельный участок. Процесс начинается. Внимание обратили, пришли, посмотрели, побеседовали. Вопросы к главе государства прозвучали самые разные. Граждане страны затронули здравоохранение, образование, жилье и городская среда, оборону, безопасность, дружественные отношения с соседними странами и санкции против России. Владимира Путина в конце прямой линии спросили, какую он видит Россию. Внутреннюю стабильность, чего пытаются всегда там где-то со стороны поколебать. Если мы сможем добиться этой внутренней стабильности, то успех неизбежен.
И тогда мы с полным основанием и гордостью можем сказать, что мы живем в государстве, которое внутренне привлекательно для того, чтобы здесь жить. И с полным основанием можем сказать, что мы живем в стране, которую считаем великой. И, на мой взгляд, это очень важно. И вот это внутреннее ощущение граждан и внутреннее отношение к России, вот оно важно и само по себе является важной гарантией того, что Россия, безусловно, добьется всех целей, которые перед собой ставит. Всего глава государства в ходе прямой линии ответил на 68 вопросов жителей страны. Общение продлилось 3 часа 42 минуты. Владимир Путин пообещал, что ни одно обращение не останется без внимания. Лина Цичуева, Зелимхан Калоев, Новости 24.